Всем привет! Мы едем в Нюрнберг. У нас есть цель сегодня на ЖД вокзал поехать и спросить, а что опять случилось с билетом Максима. Встаю я сегодня утром и понимаю, что билет полностью заблокирован, и за него вернули деньги. И ему же надо как-то ездить. И вот сейчас будем узнавать, а что случилось. Мы приехали в Нюрнберг. Сейчас припарковались у автовокзала и пойдем на ЖД разбираться, что случилось. В общем, деньги мне на счет вернули за Максимкин билет за 4 месяца. И мы поразбирались так в голове в своей и вспомнили, что 4 месяца назад как раз, где-то, мне кажется, это и был, наверное, начало сентября, мы ездили разбираться тоже по поводу Максимкиного билета. И мы сначала присвоили один номер билета, а потом другой. И мы ездили, пытались восстановить билет. Вот. Но перед этим писали e-mail, что здравствуйте, что случилось с нашим билетом, почему он недоступен, а деньги снимают. Скорее всего, до нашего письма только дошла очередь. Но мы-то, когда разобрались в ситуации, думали, что нам отметят, что ситуация решена. И ничего больше, дополнительно не надо для этого делать. А надо, видимо, было их предупредить или написать письмо, может быть, еще одно, что мы уже разобрались. Мы же не знали, что это разные источники, что мы пишем, и эти люди, может быть, как-то не связаны друг с другом, работники. И получается, вот только через 4 месяца на наше письмо отреагировали и вернули нам просто деньги за 4 месяца, а Максимке билет аннулировали. Думая, что мы не смогли с ним разобраться там, с этим билетом. Вот, в общем, мы сейчас идем это все снова говорить, что здравствуйте, так мы же тогда разобрались, будем говорить вот так. И что давайте верните нам аккаунт, билет и так далее. Вот спускаемся уже в ЖД вокзал и сейчас будем все это выяснять. Далеко тут идти по вокзалу-то. Продолжаем движение, но большой. Тут еще все эти ветки метро, такие красивые магазины с цветами. Прям вообще прелесть. Вот. Ну, сейчас там до этого офиса, вот сейчас еще пару эскалаторов. И потом будем составлять им текст на немецком. Вы знаете, мы, кстати, очень хорошо приспособились. Если мы большие тексты надо переводить, то мы переводим только с помощью чата GPT, потому что он переводит нормальный, разговорный немецкий. А вот если вы переводите в Google переводчике, то текст будет кривой, и даже его могут воспринять, к сожалению, как оскорбление. Поэтому мы стали пользоваться для перевода, если мы что-то... сегодня футбол. Вот, слышите, болельщики все приехали. Поэтому мы стали для перевода пользоваться чатом GPT. Куда нам дальше? Ага. Вот. И это возымело хорошее действие. Ну так, конечно, уже Владимир Николаевич имеет сертификат уже А2, уже учится на Б1. Все, он хорошо уже так знает. Но все-таки длинные тексты, какие-то сложные, мы стараемся, чтобы нас точно поняли, чтобы не ошиблись мы, переводить через чат GPT. Вот мы пришли в Райзе-центрум. Он работает по субботам. И заходим. Сейчас берем талон. Стоим, значит. И вот тут есть такие буклеты. И ты подходишь и берешь на каждый автобус. Допустим, видите, с 40-го автобуса по 353. Тут, значит, с 616 по 885. А здесь, значит, Фюрт. Ну и так вот можно любой буклет взять. Там тоже буклеты лежат на электричке, да. Да, и тут ты смотришь, где вот твое направление. Вот видите, Ансбах есть, мы туда ездили. Вот. Ну и смотришь, где твое, какой у тебя город, да. Херцбург есть, видите. Вот Эрланген, мы туда тоже с вами часто ездили. Помните, наверное, я вам из Бамберга видео тоже показывала.
город Бамберг. Очень красивый. Помните, есть у меня видео тоже на этом же канале Live. Вот и так все направления тут расписаны, лежат. И ты можешь взять свое. Ты вообще какой хочешь. И любой буклет вот ты можешь взять, воспользоваться бесплатно, абсолютно. Новое расписание, конечно. Вот можно взять с собой, носить. То есть не все пользуются интернетом, допустим, да. Многие же это. Вот они, вот такие штучки. Вот. Можно брать и пользоваться. В общем, сходили мы на консультацию. И так оказалось, что это ошибка системы. И нам сказали, деваться некуда, вам придется оформлять новый Deutschland Ticket, новый билет на Максима. То есть нужно завести новый аккаунт, все новое. И исправить уже, к сожалению, это все невозможно. Вот такие результаты. Так сходили. В общем, вот так вышло, да. И сейчас, получается, пойдем прогуляемся по магазинам, покушаем. Вот. Продолжаем наше движение. Смотрите, вот сегодня 16 декабря. Так красиво вокруг. Солнышко светит. Слава богу, нет снега. Это очень хорошо. Снег у нас давно растаял. Он был немножко, где-то с неделю. Вот. Но потом растаял. На улице плюс 6, плюс 8. Вот так. Вот. Мне бывает даже, вот я гуляю, жарко в своей беленькой пушистой штучке, курточке. Вот. Ну, а так вот в целом прям, короче, красота. Нюрнберг, конечно, в субботу многолюдный. Я очень рада, у меня прям отлегло, что мы разобрались, что мы ни в чем не виноваты. Вот, что нас ни в чем не штрафовать, ничего не будут. А просто сказали, ну да, ошибка системы. Заведите новый аккаунт, снова заплатите за билет. Опять. Ну, он стоит 49 евро в месяц. Вот мы платим за него всегда. И вот снова заплатите, и все. Вот раз вам деньги вернули за билет, обратно оплачиваете. И все, и ничего там такого прям сверхъестественного. Ну, бывает, ну, ошиблись. Вот и все. Такая история. Смотрите, как солнечно сегодня, прям красиво. Максимка очень хочет по магазинам, сказал. Вот. Сейчас пойдем. Максим в очках. Ой, извините. Я на кого-то наткнулась, пока Максима снимала на видео. Тут вот глинтвейн продают. Вот, ты знаешь, что глинтвейн стоит 8 евро за чашку? Это же 4 евро. 4 евро чашка, 4 евро глинтвейн. Ты, если чашку не вернешь, 4 евро тебе обратно тоже не вернут. То есть ты должен 4 евро заплатить, да, попить. Но если вдруг ты чашку унесешь, тогда накладно получается. Оплатишь 8, ты уже чашечку никуда не унесешь, если деньги хочешь свои. Вот так сделали, очень удобно. А вообще в Германии пластиковые все бутылки тоже платные. Ты каждый день вот покупаешь воду в бутылках, кока-колу в банках, в бутылках, да, платишь за каждую 25 центов. Ну и плюс вода, там кола, все такое. А потом ты их собираешь, приходишь в магазин, можешь по одной сдавать. И такой специальный аппарат, ты туда сдаешь бутылки, тебе этот аппарат выдает чек, и ты этот, значит, чек на кассе просто отдаешь, и тебе минусуют, значит, эти деньги и все с продуктов. Идем дальше, тут какие-то люди с собаками, видите? Обалдеть, смотрите. Вообще классные такие столики. Там опять этот ларечек с сладостями, с глинтвейном. О, музыка кришнаитов. Не, это кришнаиты. 100%, да. Но это их же песня. Ты что? Они же одну и ту же каждый раз поют. Налево, Максим. А мы идем в Макдак. Все у нас один и тот же маршрут. Ну, слава богу, говорю, что... Где?
сидим в Макдональдсе, ждем, когда Вова нам поесть принесет. Сейчас пересели на столик поближе к окну. Сижу тут в своих этих. И это опять снимаю «Жизнь бомжей» в Нюрнберге. Можно про это отдельную передачу делать. Теперь это, значит, я так понимаю, женщина, но с очень интересной прической. И собака. Я только, знаете, что не вижу? Этот стаканчиков у нее. Ой, ну, в общем, так много здесь таких людей, но они, эти люди на самом деле не бомжи. В общем, они имеют дом, семью, они просто решили и вести такой образ жизни, понимаете? То есть это типа как познать что-то. Они не бедные на самом деле. Вот. Называется слона-то я и не заметила. У нее удочка со стакашком. И там железный стакашек, и деньги кладут туда. Я такая, вот где ее стакашек. Вон ее стакашек там, на удочке. Собачка такая прикольная. Очень дорогая собака. Кстати, молодая совсем. На такую только собаку страховка в месяц. Где-то, наверное, 150-120 евро будет стоить. Если она платит, спокойно, она не бедная совсем это дело. Вот смотрите, сколько принесли еды. Тут еще наши вегетарианские бургеры. Я хотела снять, как Максуша спускается, он уже ушел. Так, мы с Максимом решили прогуляться. Посмотреть для него подарки. У него был день рождения. Но он посчитал, что ему мало подарков подарили. Надо еще. Надо будет посмотреть для него. Заходим в Гильденвальд и рассматриваем. Тут как много народу сегодня. Разглядываем, что тут у нас есть. Ой, какие красивые. Смотри, Максюш. Тут, значит, какаши. У тебя есть такой, да? Нету? А тут кто? Сукуна. А это кто? Юта? Акоцу? Какой-то. О, ой, я сейчас все уроню, как Наташины коты. А вот этот человек-бензопила, он же у тебя есть? Да, есть. Вот в этом именно формате. Мы же покупали. А это кто? Какая-то девочка. Так. Фигурки тут пока те же самые, ничего не поменялось вообще. О, это кто такие? Ну, Максюш, глянь. Это из футбола вроде. С футбола? Мячик, ну точно. А это? Это из Кировской академии. Угу. А это кто такие? Dragon Ball? Почему? One Piece. А, One Piece плохо вижу тут. Dragon Ball-то там был. Так. Так, тут у нас Атака Титанов. Смотри, Атака Титанов, ты... А вот, а это кто? В общем, такие не очень популярные, да? О, смотри, сколько Популярные. популярные. Но тебе никто не нравится. Ну что, пойдем туда, дальше? GameStop? Ну, пойдем. Тут вот видишь эти всякие, смотри, брелочки. Смотри, такой стоит 13 евро. А на Алиэкспресс он стоит 4 евро. Так, пойдем? Ой, нам так. Теперь мы в GameStop зашли. Ну, что-то... Ты видишь чего-нибудь новенького? Нет. Я вижу 3 одинаковые в разных местах фигурки Боруто. Ага. 4 даже уже, да? Угу. Ой, а это кто такой? Смотри.
Его с 10% скидкой продают. А это кто? Рачимар. Тебе не нужен? У меня есть. А этот со скидкой. Не надо тебе его? Этот у тебя тоже есть? Да. А, это тоже Орочимару, да? Вон народ хоть файно. Ну, значит, ты их хочешь? Возьми там Да нет. в качестве подарку. Ну, тогда пойдем в Италии прогуляемся, а там потом уже, если нужно будет, уже сможем Смотрю просто. сходить в этот, как его, Ультракомикс. А может, тоже будет что-то новое, интересное. Тут Хокаги есть. Да. Тоже с 10% скидкой Хокаги. Многие. Вот. А так народу тоже, видите, уйма. Суббота, скоро Рождество, и люди просто атакуют магазины. Так, где? Раз, два. А, да, фигурки Саски, точно. Интересно как. Так. И тут вот еще такие интересные тоже всякие штуки стоят. Тоже пикачухи прикольные. Тут вот нендороиды стоят тоже. Даже есть совсем дешевые нендороиды. Смотри, с какими скидками вот эти нендороиды. Гара. Прикольно. В общем, Максим купил Саски, который был со скидкой за 20 евро. Ну, 19,99. Вот такой вот прикольный, типа Саски. Вот. Ну, потом дома, может быть, увидите, покажу. Ну, в общем, вот со скидкой. Я решила зайти в Чибо и взять себе цумитнемин кофе. Капучино, ода латте, макиато. Сейчас посмотрим. О, тут так красиво, прям прикольно. Это что, магазин какой-то, что ли? И кофе. Ждем очередь. Смотрите, как все вкусно. Вообще такие прикольные рождественские печенье. Вот такой вот кофе мне приготовили. Сейчас буду пить и наслаждаться. О, ничего себе, что мы тут видим. Ослик и верблюды. Или один верблюд. Ничего себе. О, такие прикольные вообще. Супер. Такие красивые. Ослик, такой хороший ослик. Какая прелесть вообще. Это же библейский сюжет. Мы в Альбинвальде. Вот такая вот прям красота. И вот сейчас журнальчики. А тут появились новые журналы. Они называются Mango Power. Вот. Такая тоже прям прелесть вообще. Посмотрите только на это. Ой, это надо брать. Это надо брать. 2004 год. Это же вообще вот супер, прям друпер. Ой, вообще интересная штука. Вот эти пока возьмем. Так, а что у нас тут по бонзаю? Бонзай. Так. Что у нас тут есть? Так, дайсуки. Ага, бонзай. Это номер 5, 2002 года. Интересно, вот это надо тоже взять. Так, а что еще есть? Ага, это тоже 2002. Ты не помнишь, что вот такой есть? Вот этого точно нет, да ведь? Да. А этот? Тоже нет. Нету? Отлично. А вот этот есть ведь, да? Вроде. Апрель 2003 точно есть. Ну, пока вот это возьмем. Возьми тогда, Максюша, вот это неси пока в руках. Надо в корзинку сложить. Так, идем дальше. Заходим внутрь. Заходим вовнутрь. Так, что тут у нас? Из клинка
рассекающего демонов есть даже одежда. Так, что у нас тут с фигурками? Смотрим внимательно. Что тут есть? Минато Намикадзе. Вот это есть. А вот это у тебя нету? Я не помню, что... Мне кажется, покупали такого. Вон тот есть. Это разные, да? А Минато Намикадзе у тебя есть? Есть. Есть, да? Хорошо. Алло. Так. О, какие тут прикольные маленькие фигурки. Вы только посмотрите на это. Так, а тут у нас что? Всякие тоже. Ой, смотри, какой огромный этот. Как же его звали? Рангоку. Рангоку, да. Тоже написано. Я плохо читаю, у меня... Я одела очки на -2, а у меня -3,25. Ну, короче, не очень сильно видно, но нормально так. Так, и что, где у нас манга Боруто? Вот она. Так, выпустили 19-ю? Нет, не выпустили. Идем дальше. Тут тоже прикольные всякие вещи. О, какие монстры прикольные. Смотри. Кто Это такие? один. М? Это один курс сенсей. А он типа просто меняет форму, Да. цвет? Да. А зачем одного и того же монстра выпускать в разных вариантах? Ну, наверное, для чего-то. Ну, прибыль, да. Прибыль. Лучше эти выводы ребенка. Хотя Максим уже и не ребенок. Если что. Так. Смотрим, что еще есть. Ой. Вот тут вообще райская витрина с дикими Берсерк. ценами. Чего тут только нет. Деньги просто улетают. Огромные деньги. Так. Тут фломастеры, маркеры. Тут чего? Манго. Супер. Люблю этот магазин. Даже сегодня в Талию решили не идти, а пошли сюда. Нравится мне. Потому что, ну, я так поняла, что моя коллекция камней слишком сильно меня впечатляет. И пока что, наверное, надо остановиться с пополнением. Что там, Максюш? Что это такое? Хоть покажи Брелки. вообще, расскажи. Ага, типа можно взять такое яичко, а там внутри вот такой брелочек, да? Ну возьми какой-нибудь, ты что? Так. Я пока, Максюш, в очередь пойду. Не думаю, что ты что-то еще, конечно, найдешь здесь. Народу слишком много. Так, Максим вроде сказал, что немножко доволен даже. Мы идем, я пью кофе. Вот. Мы нафоткались с верблюдом. Как обычно, короче. Купили журналов этих за 2004-2002 год. Купили фигурку Саски, нафоткались с верблюдом. Теперь можно ехать домой. Разобрались с билетом. Ну, в общем, все супер. Вот. И Нюрнберг радует и погодой, и природой. Единственное, что толпа. Народу много. А так в целом вообще супер красиво все. Максим попросил еще с ним сходить в вокзал. А я сейчас немножко зайду в книжный. А он пока сходит. Захожу еще в один книжный, только побольше. Тоже на вокзале. Сейчас поищем эзотерический стенд. Он где-то здесь. И посмотрим, а вдруг тут есть новые таро-карты. Так. Это не здесь. Может быть здесь? Нет. Это нет. Так. Раньше это все было где-то тут. Сейчас нет. Сейчас нету. Что по манге? Такие страшные есть.
Манги страшненькие есть. Ужастики есть. Так. Где же эзотериш? Эзотерик. Эзотерик. Вот оно. Но тут не все ведь. Херценвонш. Это кто такие? Ну, это так себе самость. Так. Пассандер. Дернаухнехты. Ну, это понятно. Это сейчас период, это ну, типа вот адвента и потом ну, типа главная ночь. Это вообще интересно очень. Эта штука. А где-то еще должен быть стенд с эзотерическими этими, с картами Таро и всем таким прочим. Где он? Куда дели? Куда же его дели? Он же всегда здесь был. Так, создаст. Интересно. И странно. Интересно и странно. О, что-то Будда сидит, значит, может мне сюда? Красиво. Ага. Тоже нет. Ну нету, основно-то я и не заметила. 10 раз прошла мимо всех Таро карт. Ну я куплю. Так, и что тут у нас? Какие-то вот такие есть карты. Я не знаю прям, о чем тут речь. Так, 18 евро. Ну, это, наверное, игра, да, или что? Ну, явно не... Ну, или что-то психологическое. Но явно не это, да? Гейвюрс. Тоже, видите, вот тоже опера. Дас. Ну, все с надписями, вот простые такие какие-то карточки. Ну, тут вообще вот, думаю, что-то. Да. Сейчас музик Таро у нас, да, и... В общем, теперь Таро смешали с чем-то еще. Шпилькартен. Уже видите. Чарльз Диккенс Шпилькартен. Да. В общем, ладно. Кто-то только что у туалета поругался. Слышала такие громкие звуки. Почти еще доругивают. А, гляну, что там происходит. Кто-то дерется. Ой, правда кто-то дерется, реально. Ничего себе. Что происходит? Там так кричат вообще. Блин, они дерутся там.